Вы, наверное, думаете, что у меня в руках обычный плоский камушек. С виду он действительно ничем не примечателен. Но это не так. Сейчас я вам это докажу. И это не трюк. Просто этот камень пропитан нефтью, а нашли мы его недалеко от Ухты. Ухту по праву называют нефтяной столицей Коми. Именно здесь началась история российского нефтепромысла. Но почему именно Ухта? Все дело в ее удачном географическом расположении. Ухта находится на Тимано-Печорском кряже. Эти места уникальны для изучения геологии. То, что в других районах лежит на глубине 1500 метров, а то и глубже, здесь находится на поверхности. Если есть эти породы, то в этом районе обязательно есть нефть. Эти отложения, похожие на слоеный пирог, кремнисто-битуминозные сланцы. В просторечии эту толщу пород называют домаником, геологи – доманиковой свитой. Название породы получили по ручью Доманик. Этот небольшой приток Ухты мало кому известен, а вот его название на слуху у всех геологов мира. Вот эта толща пород, она, наверное, сформировалась в течение десятков тысяч, а то и сотен тысяч лет. Может быть, до миллиона. Каждая пластиночка, которую вот видели, тонкие пластиночки, да? Да, каждая вот эта пластиночка могла сформироваться за несколько лет. Пахнет нефтью. Это нефтепроизводящая свита. И изучение ее помогает определиться, как же все-таки образовалась нефть, сколько могло ей образоваться. Так что же такое нефть и как она образовалась? Нефть – это сложный природный раствор углеводородов. По происхождению продукт фоссилизации. Другими словами, захоронения древних организмов. Нефть образуется, как правило, из животного органического вещества. Всякие разные моллюски и прочее. Сколько же их погибло? Всякий плавающий материал. Это вот в основном из них. Из древесного вещества образуется уголь, газ может образоваться, но нефть практически нет. В искусственных условиях это, конечно, возможно. И действительно, что-то похожее на нефть вырабатывается, во всяком случае, жидкие углеводороды. Но чтобы создать именно нефть, на это, конечно, нужны тысячелетия. Чтобы попасть в прошлое на 365 миллионов лет, можно, конечно, изобрести машину времени. Ну, а можно приехать в Ухтинский район, на берег реки Доманик. Вот этим породам как раз 360 миллионов лет. Нефтематеринские породы сформировались для них в доманиковое время, это приблизительно, скажем, где-то 370-380 миллионов лет назад. Вот посчитайте, сколько времени прошло для того, чтобы эти нефтематеринские породы, обогащенные органикой животного происхождения, погрузились на глубину, то есть попали в условия соответствующей температуры и давления, чтобы начать генерировать, во-первых, эти углеводороды, нефть, газ, которые впоследствии скапливались на тех же поднятиях, например, на Ухта-Ижинском вале. То есть это прошло очень много времени. Миллионы лет назад на территории Республики Коми плескалось огромное море. Ветер, дождь смывали глину и песок с окружающей суши на дно, формируя слои. Со временем море отступило. Территория Коми стала сушей с многочисленными реками, которые обнажили отложившиеся морские породы. Более толстые слои, они, видимо, формировались в моменты, когда было достаточно бурное море. С мелкого шельфа сносился какой-то терригенный материал. Глинистый, известковый. Тонкие слои. Это море было спокойное, материала сносилось очень мало, поэтому на единицу толщины
органическое вещество намного больше, чем в толстых слоях. Фактически вот это обнажение является музеем под открытым небом. Здесь мы видим и палеонтологические остатки, и разрез доманикового горизонта. Сохранились фаунистические остатки. Это остатки растений и животных, которые обитали миллионы лет тому назад. И, конечно, это обнажение требует не только охраны, но и сохранения. Еще один геологический объект, по которому можно узнать, как и где залегает нефть, находится недалеко от поселка Сидью. Это фрагмент Сирачойского барьерного рифа. Рифы являются коллекторами нефти и газа. И гребневые части рифов являются лучшими коллекторами. Для начала, что такое коллекторы нефти и газа? Это пористые горные породы, способные вмещать жидкие и газообразные углеводороды и отдавать их в процессе разработки месторождений. Их можно сравнить с жесткой губкой из камня. Эти обнажающиеся высотой 2-3 метра породы можно назвать коллектором. Вот они, над уровнем моря 200 метров, то на северо-восток в сторону Нижнего Одесса, там, где открыто западно-Тебусское месторождение, эти породы залегают на глубине 1500 метров. Если мы пойдем еще дальше на северо-восток по этой зоне рифов, то увидим, что в пределах Турышевского месторождения, это в Измо-Печорской впадине, отсюда это, наверное, километров 150, эти породы залегают на глубинах порядка 1800 метров. Изучение этого рифа на поверхности позволяет ученым понять структуру аналогичных пород, скрытых на глубине, узнать больше о наличии полостей, содержащих ценные углеводороды. Это громаднейшие полости, это чудо, большая удача. Я думаю, что нефть здесь могла быть. Да, сплошная полость, в котором может быть озеро нефти. Она отсюда как бы улетучилась, можно сказать, без следов, потому что хороший коллектор, ей не в чем здесь задержаться. При погружении уже на 1000 метров, и, соответственно, до 2 и более километров, мы вправе ожидать в этих породах месторождений нефти и газа. Это обнажение всего лишь фрагмент рифа. Другая, его каменистая часть, возвышается в виде скалы над рекой Сидью, неподалеку отсюда. Вот с гребня рифа, который мы видели на первом обнажении, мы перебрались в его, можно сказать, центральную часть. Она представлена скалистыми обнажениями. По сравнению с гребнем рифа видим, что породы представлены более плотными разностями, в которых не видно явных каверн, многочисленных пор, скажем так. Но можно сказать, что здесь явнее по сравнению с тем обнажением видны трещины. Вот эти трещины и могут являться коллекторами в данной части рифа. Это Сидьюский риф. Если на него посмотреть, то он необыкновенной красоты. Он просто впечатляет своей красотой. И этому рифу где-то 360 миллионов лет. Это у нас объекты геологического значения. И поэтому, конечно, вот такие места, они очень ценны, и, конечно, их необходимо брать под охрану. Этот риф и обнажение на ручье Доманик являются уникальными геологическими объектами, но не единственными. Окрестности Ухты, как мы уже говорили, уникальны для геологов. Ухтинский район расположен на южной части Тиманского кряжа, полого-увалистом холмистом плато. Ухта-Ижемский вал расположен на наиболее приподнятом положении по сравнению с остальной территорией Тимано-Печорской провинции, то есть в пределах Тиманского кряжа. И месторождение там большинство залегает близко к поверхности Земли, буквально на первые сотни метров. То есть по разломам газы, углеводороды
нефть выходит на поверхность, за счет чего их и нашли впервые на территории нашей провинции. Первые упоминания о нефтяных ключах на Ухте содержатся в двинской летописи XV века. Горюча вода густа с неведомой реки Ухты. В XVII веке голландский ученый Николас Витсен в книге «Северная и восточная Тартария» упомянул о нефти на реке Ухте, всплывающей в воде в 1,5 милях от Волока, а также о неведомом камне Доманике, который горит наподобие свечи. Дело в том, что река Ухта и ее притоки на протяжении столетий подмывали нефтяной пласт. Нефть, газ крупными каплями поднимались по берегам рек. В начале XVIII века житель города Мизень Григорий Черепанов сообщил в Берг-коллегию, что на Ухте найдены нефтяные ключи. В качестве доказательства через 3 года он лично доставил в столицу образцы нефти. Однако до разработки месторождения дело тогда не дошло. И только в ноябре 1745 года на Ухте появился первый небольшой нефтяной промысел, который организовал предприимчивый житель Архангельска купец Федор Прядунов. Но что это был за промысел? В том месте, где наиболее интенсивно нефть поднималась со дна реки, Федор Прядунов установил прямо в реке сруб, укрепил его. От нефтяного ключа он сделал такой желоб. И я так понимаю, что по этому нефтяному желобу он собирал нефть. И еще как с поверхности молока мы снимаем сливки и сметану, точно так же он и собирал эту нефть. За 2 сезона компания Прядунова начерпала в бочки около 70 пудов горючего минерала. Не просто он ее добывал, он ее перерабатывал, и он ее продавал. То есть вот это первый российский нефтепромышленник. Однако, как применять нефть, никто не знал. Прядунов привозил ее в Москву, перегонял и сдавал в аптеку. Местное население говорило: плохо с животом, выпьешь полстаканчика нефти и становится легче. У нас есть документ, который датирован 1828 годом. Министерство внутренних дел, департамент медицинский, отделение стол номер 1, медицинское. И в этом документе сказано, что наша нефть хорошего качества, и ею можно пользоваться. Ухтинскую нефть применяли в медицинских целях, а также для освещения городских улиц и даже для военных нужд. Однако от такого бизнеса не было никакого навару. В конце концов, за неуплату налогов Федора Прядунова посадили в долговую тюрьму, где он и скончался. После его смерти нефтепромысел на Ухте некоторое время переходил из рук в руки. Спрос на нефть все так же был невелик. В конце XIX века ухтинской нефтью заинтересовался другой архангелогородец Михаил Сидоров. Но и его дело продвигалось с трудом. Чиновники то разрешали Сидорову бурить нефть, то запрещали, выделяя то один, то другой участок. Михаил Константинович сокрушался. Иностранцы не дремлют и стараются отнять у нас самые выгодные отрасли промышленности. Если администраторы будут парализовывать действия русских промышленников, то вся отечественная промышленность будет в руках иностранцев. Что же тогда будет с нашим отечеством? 3 года он добивался, чтобы ему выделили участок для того, чтобы можно было пробурить скважину. Через 3 года он получил, и скважину он пробурил. Скважина эта не была первая у нас здесь. До него первые нефтяные скважины были пробурены Белинским. Они были неглубокие, по 7 метров, но это были скважины, и это были скважины даже с обсадными колоннами из лиственниц. Михаил Константинович Сидоров пробурил первую на севере, я бы сказала, эксплуатационную скважину. И на протяжении десятилетий эта скважина была самая глубокая, 51 метр. Вот разрез этой скважины. Из этой и пробуренных более мелких скважин добыли 32 тонны нефти, которую направляли на торгово-промышленные выставки, университеты, музеи, использовали как топливо на пароходах по Печоре и морям Северного Ледовитого океана. Однако не тут-то было. Власти отказали финансовой поддержке развития нефтеразработки,
и Сидоров был вынужден закрыть промысел. Вот что он сказал напоследок. Я уверен, что нефтяные месторождения на севере будут иметь в будущем обширное значение по своему географическому положению. Это все, что вы видите, мы как будто бы находимся в избе Сидорова, где его рукой по латыни на двери было написано: «В великих делах достаточно и одного сильного желания». Вот такое кредо было у Михаила Константиновича. В конце XIX века на Ухте заложили несколько опытных нефтяных скважин. Ухтинский район был объявлен заведомо нефтеносным. На Ухту потянулись новые изыскатели. Началась настоящая нефтяная лихорадка. Но среди них преобладали так называемые столбопромышленники. Те, кто ставили на своем участке заявочные столбы и ждали, когда кто-нибудь другой найдет нефть. Соответственно, цены на участки возрастут, и их можно будет подороже продать. Однако были среди них и настоящие энтузиасты своего дела, как, например, инженер-механик Александр Гансберг, приехавший сюда в 1899 году. Но участки для добычи нефти он получил только в 905-м. До этого времени монопольным правом на разработку ухтинской нефти владел некий граф Канкрин. Однако есть версия, что за вывеской «Граф Канкрин и компания» прятались бакинские нефтяные короли Нобели, которые были согласны 5 лет платить арендную плату за ухтинские участки и ничего там не добывать, дабы не сбивать цену на свою бакинскую нефть. Александр Георгиевич Гансберг. В литературе, в статьях начала 20 века статьи назывались «Фанатик Ухты». В этих статьях говорилось об Александре Георгиевиче. Он действительно был фанатик Ухты. Он приехал сюда в 1899 году. Уже в начале 20 века он создал варваринский промысел. Этот варваринский промысел весь был освещен. Все, кто посещали, рассказывали, как все горит, свет, все. Представляете, уже существовал Усть-Сысольск, город, Сыктывкар, то, что все знают, да? Но электричества там не было. Первая динамо-машина, первая электрическая лампочка заработала именно на варваринском промысле в 908 году. Первый телефон заработал на варваринском промысле. Это был на следующий год, в 909 году. Но это был не такой телефон, взял и позвонил в Москву, а это был телефон внутри промысла. В 1905 году страну сполыхнула революция. Волна беспорядков докатилась и до Баку. Добыча нефти там резко упала. Большинство скважин были сожжены. Тогда-то правительство и вспомнило о нефтяной Ухте. В 906 году вологодским губернатором назначается Алексей Хвостов. И в этот же год Алексей Хвостов посещает нефтяную Ухту. После чего он начинает инициировать в Санкт-Петербурге совещание на высоком уровне, там замминистра присутствует, о строительстве дороги на Ухту. Вот они совещаются, и приходят к выводу, что вообще сначала надо выяснить, сколько здесь нефти. И поэтому в 910 году сюда, в наш район, была отправлена геологическим комитетом экспедиция. Руководил этой экспедицией геолог Замятин. Александр Николаевич строит вот эту карту по результатам исследований, да, своих. На этой карте указывает, где надо бурить. И вот я так понимаю, что вот это все бурение было в тех местах, где нефть выходит на поверхность. Вот в их представлении надо было искать большую нефть именно там. Руководил бурением инженер, геолог Стукачев. В Архангельске 2 раза в месяц выходил такой журнал «Известие Архангельского общества изучения русского севера». И вот как началось бурение, да и до этого тоже, практически в каждом журнале говорили о ухтинской нефти. Говорили вторую Баку, говорили, какой большой приток нефти, все. В итоге выходит отчет Стукачева, вот, где он пишет, что район бесперспективный. После заявления Стукачева большинство столбопромышленников исчезло.
Но поиски были продолжены русским товариществом «Нефть», которое в 1911 году приобрело на Ухте участки. В 2014 году на месте нынешнего города Ухта возник небольшой нефтяной промысел. По договору нужно было еще пробурить 2 скважины. Они их пробурили. Только эти скважины даже не дошли до нефтяного пласта. На правлении было принято решение, что если скважины будут давать больше 6 пудов в сутки, они продолжают исследования и работы. Если меньше, они отсюда уходят. Скважина дала меньше. В 1917 году русское товарищество «Нефть» отсюда уходит. После революции 1917 года страна переживала тяжелый экономический кризис. Республика Советов лишилась основных угольных и нефтяных районов – Донбасса, Баку, Грозного, Эмбы. Советское правительство искало выход из трудного положения. Уже в апреле 18 года была организована геологическая экспедиция в Ухтинский нефтеносный район. Однако планам помешала гражданская война. И лишь после установления советской власти на севере начались работы по восстановлению нефтепромыслов. До 1927 года на Ухте нефть добывали кустарным способом. Добыча росла очень медленными темпами. В 1926 году сюда приезжает геохимик Черепенников, который берет пробу воды из скважины «Один казенный». А к 1926 году из этой скважины уже не шла нефть, уже шла вода. Прав был Стукачев. Просто бурили они, искали большую нефть не там, где она была на самом деле. Результаты экспедиции оказались сенсационными. В самоизливающихся водах из когда-то пробуренных скважин в районе Ухты было установлено небывало высокое содержание радия – 144 миллиграмма на тонну. До этого источники радиоактивных вод были известны только в Германии и Чехословакии, в которых содержание радия было гораздо ниже. Новое открытие было признано перспективным для промышленной добычи. С учетом всех полученных данных, исследования Ухтинского района были включены в первый 5-летний план. Уже в 1929 году в Ухту прибывает экспедиция ОГПУ в составе 125 человек заключенных. А с этой стороны вы видите выдержка из приказа по Ухтинской экспедиции. Начальник экспедиции Сидоров написал телеграмму: сего числа веренная мне экспедиция прибыла. Собственно говоря, можно сказать, что отсюда и начинался город. Здесь рядом находились, вот за этим памятником, здесь находились остатки промысла, который здесь работал еще до революции, русского товарищества «Нефть». Это были остатки деревянных строений. И, видимо, члены экспедиции решили, что именно здесь можно остановиться, раз уже прибыли в место дислокации. Здесь можно было укрыться от непогоды. Сюда прибывает несколько отрядов. Задача экспедиции – промышленное освоение ухтинских месторождений. 25 октября 1930 года из разведочной эксплуатационной скважины поднялась первая промышленная нефть. Скважина, уже подтвердившая наличие промышленной нефти, находится вверх по улице Бушуева. Пробурена одна была под руководством Ивана Ильича Косолапкина. И, собственно говоря, эта скважина в октябре 30-го года она и подтвердила наличие промышленной нефти. Вот, пожалуйста, здесь вы видите мемориальная доска, на которой написано: первое на севере нефтяное месторождение, впервые в России промышленная нефть была получена из дивонских отложений. А официально это считается, что именно эта скважина открыла Чебиусское месторождение. Сегодня Ухта вполне современный город, но еще в 50-е годы на месте высоток стояли нефтекачалки. Весь левый берег речки Чебью был нефтепромыслом. Впрочем, чебьюские запасы были небольшими. Сегодня в черте города нефтекачалок уже нет, но есть нефтешахта. Она находится в поселке Ярига, в 23 километрах от Ухты. Это единственное в России и второе в мире место, где нефть из недр извлекают особым шахтным способом. В
В 1932 году Иван Николаевич Стрижов и Николай Николаевич Тиханович открыли месторождение тяжелой нефти, Ярикское месторождение. Оно очень густое. Вставал вопрос, как его добывать. Песчаник, пропитанный нефтью, как отсюда можно добыть нефть. Иван Николаевич Стрижов, он написал такую статью «Потечет, не потечет». Он считал, что строительство нефтешахты, который уже вставал вопрос в начале 30-х годов, ничего не даст. Он говорил о том, что нет, надо эту разжижать. Песчаник, нижняя часть слои пропитаны нефтью. Изначально, когда открыли месторождение в 1932 году, пытались бурить, но эта нефть, она не фонтанирует, она не поднимается. И тогда вот было как бы принято решение инженерами, геологами, в основном заключенными, о том, что можно попытаться добыть эту нефть шахтным способом. То есть заглубиться непосредственно вот в сам вот в этот вот нефтеносный пласт, да, и уже из-под земли производить буровые работы. Ну, технологии, конечно, просто сказать, но не все так просто это было сделать. Технология добычи, она постоянно менялась, совершенствовалась, и был проделан большой путь. Первый урожай шахтной нефти собрали в 1939 году. Год спустя из шахты подняли почти 6 тонн, а в победный 45-й 26 раз больше – 157 тысяч тонн. Рекордные 390 тысяч удалось извлечь в 1952 году. Затем показатели пошли на спад. Нужно было искать новые пути. Вот эти инженеры и ученые, которые в конце 60-х годов придумали вот такой способ добычи нефти. В нефтяной пласт сверху забуриваются скважины, то, что голубое. В эти скважины нагнетается пар. Под действием пара нефть разжижается. Под действием пара нефть выталкивается из пласта. В нижней части пласта другие скважины. И эти скважины, из них уже выливается нефть вместе с водой. Здесь же сепаратор, который отделяет нефть от воды, и нефть поднимается наверх. На территории нашей республики известно более 130 месторождений нефти. По разным оценкам запасов при нынешних объемах добычи хватит еще лет на 50. Но это всего лишь предположение. С каждым годом методы и формы добычи нефти совершенствуются, что позволяет добыть больший процент с месторождения. Иногда это сродни открытию нового месторождения. Так что на наш век энергоисточников хватит. Удивительное дело. Неужели мы всем этим обязаны моллюскам Древнего моря?